В эфире «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Деятельность Фонда развития малого предпринимательства региона – содействие становлению и развитию бизнеса. Фонд должен обеспечить равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам. Как можно воспользоваться помощью фонда, расскажет гость студии. Петр Максимов, генеральный директор Фонда развития малого предпринимательства Республики Саха-Якутия. Петр Федорович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем нашу беседу с того, что вы расскажете, какой вклад фонда в развитие предпринимательства в регионе и сколько человек в целом обращается к вам ежегодно. Хорошо, давайте мы начнем с 2020 года. 2020 год был у нас пандемийный, правительство поддержало, для субъектов малого и среднего предпринимательства была выделена субсидия. Там около 400 миллионов, поэтому 2020 год по количеству сделок было больше, да, там около 400 сделок было. Если 2021 год взять, то у нас никаких субсидий не было, и поэтому больше 150 договоров на общую сумму 325 миллионов мы оказали помощь субъектам малого и среднего предпринимательства. А если взять 2022 год на сегодняшний день, за 5 месяцев мы получили заявок на 700 миллионов, это вот 235 договоров, заявок, из них где-то мы уже 515 миллионов уже выдали. Поэтому в 2022 году была тоже поддержка для бизнеса со стороны правительства, 519 миллионов, фонд докапитализировался. Деятельность фонда сосредоточена в 3 направлениях. Расскажите, пожалуйста, о них подробно. Хорошо. Первая деятельность – это у нас микрофинансовая деятельность. Мы предоставляем льготный займ субъектам малого и среднего предпринимательства. Это до 5 миллионов, до 5 лет. Ставки у нас от 4 до 10% годовых. Ставка зависит от вида деятельности. То есть наибольше у нас идет торговля по 10 годовых. Вот. Вторая деятельность у нас это гарантийная деятельность. То есть когда бизнес идет за большой суммой в банк, банк запрашивает обеспечение. До 70% мы можем покрыть обеспечение клиента перед банком. Вот эта деятельность. И третья деятельность. С ноября 2021 года наш фонд наделен фондом развития промышленности Республики Саха-Якутия. Это будут займы от 5 миллионов до 25 миллионов. Будем оказывать господдержку предпринимателям, работающим в сфере обрабатывающей промышленности. Ставки по ним будут от 1 до 3 годовых, до 5 лет. Соответственно, вот сумму я уже озвучил. А как можно получить помощь фонда? Какие документы необходимо собрать и предоставить? У нас есть 3 способа подачи заявок. Это вот физически подойти на наш в офис Орджоникидзе 20, город Якутск. 3-й этаж, фонд развития предпринимательства. 2-й канал связи – это вот центр «Мой бизнес». Мы с ними имеем агентский договор, и во всех уголках Республики Саха-Якутия, где они открыты, наши предприниматели могут подойти туда, подать, получить консультацию, даже можно там уже подписать договор. Это как бы вопрос времени. И 3-й канал связи у нас на официальную электронную почту fondsaha@inbox.ru могут отправить отсканированные документы, предварительно заполнив все необходимые документы. А что насчет самозанятых? Могут ли они получить у вас поддержку или все-таки займы выдаются только индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам? Есть в рамках национального проекта показатели поддержки самозанятых граждан, да? И оно запустилось с 2021 года. И по итогам 2021 года самозанятые у нас получили порядка 13 миллионов рублей. И мы выполнили региональные показатели в этом направлении. И, конечно же, в 2022 году эти показатели есть. Они обращаются. Там ставки варьируются от 4 до 8% годовых. Максимум они могут получить от 200 до 1 миллиона рублей до 3 лет. Ставка зависит именно от самого предпринимателя, самозанятого предпринимателя. То есть предоставил обеспечение, получил скидку по ставке. Да? То есть 2 обеспечения по 4 годовых сделал. Без обеспечения 8 годовых. Вот такая мера поддержки. А могут ли получить займ или поручительство начинающие предприниматели, у которых нет пока что ни опыта, ни дохода? На самом деле, да, это у нас уставная цель поддержать субъектов малого и среднего предпринимательства. Мы основываемся 209-м федеральным законом о развитии предпринимательства, поэтому они могут действительно получить и микрофинансирование, да, льготное, а также получить доступ, если банки им одобряют, они могут воспользоваться именно поручительством фонда. Есть определенные показатели тоже вот по начинающим предпринимателям, и мы
будем рады всегда их поддерживать. Главное, чтобы проект хороший был. Ну и, конечно, для начинающих, если оборотов нет, то мы смотрим части обеспечения. То есть мы тоже себя обезопасиваем. Петр Федорович, давайте перейдем к грантовой поддержке. Какой размер есть у грантов и как можно поучаствовать в конкурсе на их получение? И кто в целом может рассчитывать на получение гранта? Раньше в фонде грантов не было, но в связи с наделением фондом развития промышленности федеральный закон предусматривает гранты для предприятия, которые работают в обрабатывающей промышленности. В этом году нам выделили федеральные средства в размере 12,5 миллионов рублей. Эти средства уйдут именно на возмещение процентных расходов перед банками. До 90% могут прикрыться именно, возместить свои расходы в виде гранта. Заявки мы должны с конца мая уже принимать, да, и поэтому предприниматели, которые получили после 21 апреля кредитные средства в банках, могут обратиться и воспользоваться такой мерой поддержки со стороны промышленной деятельности, политики. А как получить актуальный график платежей по договору займа? Актуальный график платежей по договору займа мы предоставляем при подписании. Но если наши предприниматели случайно потеряли, да, или не могут найти, они могут связаться через контактные центры фонда. У нас все номера указаны на сайте fondsaha.ru. И, конечно же, мы на электронную почту сразу вышлем копию графика платежей. А возможно ли снять с расчетного счета наличные денежные средства, полученные по займу фонда, для расчетов с поставщиками? Здесь мы регулируемся Центральным банком Российской Федерации. Мы находимся в реестре Центрального банка как финансовый институт, да, поддержки предпринимательства. Поэтому они максимально могут снять только 100 тысяч. А все остальное должно быть перечислением. И 115-й федеральный закон о коррупции, да, антикоррупционная политика, он не позволяет, потому что им просто банки заблокируют эти расчетные счета. А в каком размере необходим залог для получения займа? Как определяется залоговая стоимость объектов, предлагаемых в качестве обеспечения? Там зависит от продуктов, но в основном мы требуем стопроцентное предоставление обеспечения любого вида, хоть старая техника, хоть земельный участок, хоть дома, залог третьего лица, все залоги рассматриваем, принимаем. Конечно, по этим залогам есть дисконт. То есть, если предприниматель предоставляет на рыночной стоимостью обеспечения, которое стоит 1 миллион, мы оттуда 30% дисконтируем и где-то оцениваем залоговую стоимость в 700 тысяч рублей. И, конечно, по накоплению так и считаем. А в какие сроки необходимо представить отчетность о целевом использовании займа? Стандартные сроки у нас 90 календарных дней. А по продукту торговля 2022, это спецпродукт, который мы быстро рассматриваем, там действительно только месяц дается, чтобы предоставить отчетность. Можно ли получить банковский кредит под поручительство фонда? Какой механизм данной сделки и в какие банки лучше всего обратиться? На самом деле это очень хороший инструмент поручительства. Да? Клиенты обращаются в банк, пишут, когда заполняют анкету, стоит вопрос обеспечения. И они говорят: я хочу взять под поручительство Фонда развития предпринимательства Республики Саха-Якутия. Со всеми банками заключено соглашение о партнерстве, есть установленные правила. После одобрения банком, банки собирают пакет документов сами и отправляют в фонд. Фонд их быстро в течение 3 дней рассматривает, и практически в 90 случаях мы поддерживаем бизнес. То есть бизнесу не надо 2 раза собирать документы, чтобы получить поручительство и кредит. Все делается через окно банка. Но какие все-таки документы необходимо предоставить фонд для получения поручительства по кредиту? Там есть, на самом деле, все документы собирают сотрудники банка. То есть потом приходит к нам, подписывает согласие об обработке данных. После одобрения приходит в фонд, чтобы подписать уже договор. То есть все просто на самом деле. А по вашим наблюдениям за год, за 2, за последнее время предприниматели из какого рода деятельности чаще всего обращаются в фонд? Конечно, в первую очередь у нас преобладает сфера торговли, потом идет у нас сфера производства,
У нас строительные компании берут на кассовый разрыв, то есть которые имеют контракты, сейчас взяли, через полгода закрыли. Ну, как бы это быстрые деньги, да. И четвертым, конечно, у нас идут вот услуга. А давайте еще раз напомним, 10% это ставка для предпринимателей торговли. У кого еще какие ставки? Хорошо. Вот для торговли, для стандартной торговли это 10%, но сейчас в 2022 году у нас действует вот специальный продукт торговли 2022 в целях продовольственной безопасности. Там 8 годовых сейчас выдаем. Потом вся услуга у нас и производство идет под 8 годовых. Есть приоритетные направления. Это вот сельское хозяйство, народные промыслы, предприниматели с Арктики. Есть приоритетное направление развития туризма. По ним 6% годовых. А в Арктике много предпринимателей? Ну, в Арктике не так уж много предпринимателей, которые пользуются услугами фонда, но в каждом районе где-то 2-3 хороших системообразующих предпринимателей постоянно пользуются мерами господдержки, что и с микрофинансированием, что и с поручительством. Петр Федорович, спасибо вам большое за нашу беседу, за то, что пришли и так подробно ответили на все наши вопросы. Спасибо вам большое. Вам спасибо. До свидания. Ну а я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.